Сегодня мы находимся в Болгарах, в музее болгарской цивилизации. И у нас есть вот такой прекрасный экскурсовод Александр, который сегодня расскажет нам о Волжской Болгарии, об истории. И давайте начнем. Почему у вас в музее здесь стоит Болгария? Здесь у нас находится холл речного вокзала. Почему здесь находится Кулгали? Это уроженец Волжской Болгарии, писатель 13 века. Именно, можно сказать, по его работам как раз прослеживается болгаро-арабское письмо. Но самая знаменитая его книга – это «Каса Юсуф», то есть сказание о Юсуфе. Эту копию мы с вами сегодня увидим как раз вот в этом же музее. То есть речной вокзал – это шестиэтажное здание. Первый этаж – это холл речного вокзала, второй этаж – это временные выставки, третий и четвертый – это музей болгарской цивилизации, пятый этаж – это кафе, и шестой – это выход и смотровые площадки. Вся история именно прослеживания первых проболгарских племен начинается с 3 века до нашей эры. Это образование державы Худу, то есть это первое государство оседлых кочевнических племен, то есть как они опять же кочевали, также и вели оседлый образ жизни. Предводителем был Шансунье Маде. Также, да, как раз держава Хуну связана с великим переселением народов, то есть уже во II веке нашей эры держава Хуну распадается по обведенным ударами ханьского Китая и Усуней, что влечет как раз великое переселение народов. И различные тюркские племена вторгаются в Восточную Европу. И вышедшие вместе, да, с этими племенами к северному побережью Каспийского моря основную массу составляли проболгарские племена, которые вместе в союзе с уйгуро-аланскими племенами создают союз, который вложил большой вклад, опять же, в становление салмато-аядской культуры. Но уже в IV веке уйгуро-аланские племена были разбиты, держава гуннов. То есть держава гуннов, да, под предводительством Аттилы покорил Великую Западную Римскую империю, дошел до Британии. То есть сам Аттила, он был из рода Дуло. То есть дошел он до Британии. Ну, там есть два варианта, да. Европейские, то, что все-таки они разбили гуннов, а другой вариант, что они просто откупились. И по возвращению уже обратно Аттила был отравлен, и держава гуннов распадается. То есть, опять же, племена расходятся и образуется уже, да, новое государство. Это тюркский каганат. Первое тюркское государство, во-первых, это на территории современной России. То есть тюркский каганат – это, опять же, первое государство с единым экономическим пространством, в основе которого лежал Великий Шелковый путь. Основателем был Шансунье Маде. Также в основе письма в тюркском каганате было как раз основано, да, тюркское руническое алфавитное письмо. Это руны, да, и руны здесь сохраняются вплоть до 15 века на территории уже Волжской Болгарии. Также нахождение тюрков на Средней Волге свидетельствует коминтерновский клад. Это захоронение знатного тюркского воина. Здесь представлены два поясных набора: золотой, серебряный, меч и стремя. Клад здесь представлен 6-7 век. Ну, почему он называется коминтерновский? Потому что он был найден рядом с селом Коминтерн. Отсюда как раз и название. Именно в результате распада тюркского каганата в 630-е годы на Западе образуют ряд независимых от него государств, среди которых более мощные были это Великая Болгария, первое болгарское государство, и Хазарский каганат. То есть территория каганата была вот здесь вот, то есть они были соседями. И, можно сказать, ну, все время их существования были военные конфликты между этими государствами. Во главе Великой Болгарии и пика своего развития она достигает во времена правления Кубрата. Сам Кубрат, он все свое детство воспитывался в Византии у своего дяди, был достаточно образованным человеком, ну и, как говорят, правил около 30 лет. То есть для того времени это было очень много. То есть, ну а здесь у нас представлен Перещепинский клад. Найден он был в Крыму, рядом с селом Малое Перещепино в 1912 году. Это клад Кубрата, о чем свидетельствует перстень с символикой Великой Болгарии. Здесь представлено несколько копий предметов. Оригинал находится в Санкт-Петербурге в Эрмитаже. То есть это самый большой клад, который был найден, да, за последнее время. Всего более 800 предметов, из них 25 килограмм золота и 50 килограмм серебра. То есть, как вы можете увидеть по фотографиям, да, в различной посуде и украшениях. Ну, а здесь представлен клад, который был найден в Албании, все в Раб-Ерсеке. Это клад Кувера, одного из сыновей Кубрата, который ушел как раз на территорию Албании. То есть два поясных набора, золотой, серебряный и вот такая вот походная золотая чаша. Вот. То есть это копии у нас, да, представлена. Оригинал находится в Нью-Йорке, Метрополитене. То есть, к сожалению, весь клад после его находки, он весь был продан на аукционе, все предметы находятся уже в частных коллекциях. Вот.
То есть во главе со Аспарухом часть племен уходит на Дунай, где в союзе с местными славянскими племенами образуется Первое Болгарское царство. Род Аспарухов правил более 200 лет. Сам Аспарух разгромил войска императора Византийского Константина IV в устье Дуная, в результате чего был заключен договор, где Византия обязуется платить годовой налог болгарскому правителю. Именно этот договор свидетельствует о существовании как раз вообще Болгарского царства, первого его упоминания. Также сын Аспаруха хан Тервел, он помог зайти на трон обратно византийскому императору Юстиниану II, в результате чего он взял в жены дочь Юстиниана, и, опять же, был заключен мирный договор между государствами. Но все-таки Византия с Болгарским царством, так скажем, постоянно воевали. То есть здесь у нас представлено изображение, это Мадарский всадник, это находится изображение в Болгарии, рядом с селом Мадар, высечено в скале. То есть всадник, в одной руке он держит копье, которое пронзает убитого льва, который лежит под копытом лошади. Его здесь, конечно, не видно. Вот. Сзади бежит собака, и на плече всадника сидит орел. Именно кому он посвящен, есть как раз два варианта, или хану Аспаруху, или хану Тервелу. Также во времена правления царя Бориса I в 863 году братья Кирилл и Мефодий создают славянский алфавит, и в 865 году государство религии Болгарского царства становится христианство. То есть в результате чего царя Бориса I канонизируют. Вот. Также в 1018 году, когда уже род Аспарухов обрывается, византийцы захватывают столицу Болгарского царства, и Первое Болгарское царство уже пало. Также Мадарский всадник, он включен в список всемирного наследия. То есть в результате успешного восстания братьев Петра, Осения и Калаяна в 1188 году Болгарское царство обретает свою независимость и достаточно быстро набирает свою мощь, что даже помогает помощи вождям Третьего крестового похода по безопасному проходу по византийской территории. Но в 1242 году она также не избегает монгольского нашествия, то есть нашествия, опять же, Батыя. Но в отличие от Волжской Болгарии, она, так скажем, сохранила свою независимость, но вынуждена была платить дань монголам. В результате этой дани, опять же, и правителем государства становятся иногда мусульмане, опять же, хотя государство религии было христианство. То есть в результате этой дани Болгарское царство ослабевает, и в конце XIV века, когда, опять же, ослабевает и Золотая Орда, у Болгарского царства появляется опасность соседей, это османские турки, и в конце XIV века османы полностью захватывают территорию Болгарского царства, и уже Болгарское царство на долгие 5 веков теряет свою независимость. Но обретает она свою независимость в результате Российской империи, времена правления императора Александра II. А именно вся история основания Волжской Болгарии – это конец IX века, то есть сюда приходят серебряные болгары как раз-таки, болгары Катрага. То есть основывается она практически одновременно, опять же, и с Киевской Русью. То есть славяне и болгары, можно сказать, жили в одинаковых погодных условиях, были одинаково развиты. И вообще история этих двух государств, не только Киевской Руси, вообще русских княжеств, очень тесно переплетается. Во главе Волжской Болгарии стоял Альмуж-хан. Также государство было разноплеменное, то есть когда сюда болгары приходят, здесь жили местные племена, это и миньковцы, кушнаревские, финно-угорские, прикамские племена, которые здесь жили задолго до болгар. Они объединяются, образуется такое государство, как Волжская Болгария, то есть это союз племен. Также в то время еще Волжская Болгария зависела от хазарского каганата, то есть были постоянные набеги, взималась дань. И в основе письма на территории был руника, то есть это руническое алфавитное письмо, которое сохранилось еще с тюркского каганата. Тамга представлена здесь, как это в виде печати, она ставилась как на донышко, на стенку, на ручку посуды, что обычно объясняло хозяина или изготовителя, где эта посуда была вообще произведена. Также второе, это янтарный перстень, опять же с рунической надписью, перевод башку, то есть большой, великий, и маклашеевский всадник, такой своеобразный бронзовый замок, всадник верхом на рогатом барсе. То есть тотемным знаком, как я вам говорил, у серебряных болгар был рогатый барс, и барс очень часто у нас будет встречаться, то есть здесь мы можем увидеть, по сути... Да. То есть у нас сейчас, в Татарстане белый барс, То есть и здесь барс, опять же, изображен. Здесь на посуде, на украшениях он достаточно часто у нас здесь встречается. В 1920 году Альмуж принимает решение о принятии ислама,
чтобы объединить разноплеменное государство, да, в первую очередь, и найти сильного союзника в борьбе с хазарами, и отправляет своего сына в Багдад за посольством и за учителями. И в 922 году из Багдада сюда, на Среднюю Волгу, приходит посольство Ахмеда бен Фадлана, и уже государство религии Волжской Болгарии становится как раз ислам. То есть есть такая книга, да, называется «Путь Ибн Фадлана» или «Путешествие Ибн Фадлана», где он весь свой путь описывает. То есть каждый город, в который они заходили, население этого города, внешность, традиции, и очень подробно описывает как раз уже встречу с Аль-Мушханом. Вот. Ну, по разным источникам, да, путь его занял чуть больше 1 года, кто говорит, чуть меньше 1 года. Вот. Сам Ибн Фадлан, он был вообще изначально, да, обычным писарем при посольстве. То есть все посольство, он дошел до Бухары, и в Бухаре они должны были получить деньги. Опять же, Аль-Муш просил деньги на строительство мечети, на развитие армии, но в итоге прождали там 2 месяца, денег они никаких не получили. И большая часть посольства развернулся обратно в Багдад. А Ибн Фадлан, он возглавил остатки посольства и продолжил свое путешествие сюда уже на Среднюю Волгу. Это род Аль-Муша. Посреди круга мы видим рунический символ, это буква «Б», знак Волжской Болгарии как раз-таки. И чуть ниже представлена монета X века и чекан, чем она чеканилась. То есть при Аль-Мушхане в X веке уже как раз-таки начинается чеканка первых болгарских монет. Но, конечно, более массово они были введены позже. То есть до 13 века монеты не были массово введены здесь. А из чего их чеканили? Ну, Серебро, серебро, да. Только из серебра, да? Серебро, потом медь. То есть, почему у нас здесь нет золотых монет? Есть золотые монеты, и египетские, и так далее, да, то есть не местные, не местного чекана. А здесь золото, вернее, серебро ценилось дороже, чем золото. Золото, конечно, а вот мне, например, серебро нравится. И вот связан как раз с меньковской культурой, это лепная посуда, это более ранняя, опять же. Это какие века у нас получается? Ну, вообще меньковцы здесь проживали, как говорят, с V века. Ну, опять же, они были разные, да, по вероисповеданию, но, как говорят, какой-то процент из них, опять же, были христиане. И христианство они принимают даже намного раньше многих регионов Европы. То есть это 6-7 века. Именно захоронений их не было обнаружено. То есть считается, что они сжигали тела и прах уже хранили вот таких вот сосудов. После принятия ислама руническое письмо постепенно, да, сменяется арабской графикой. Именно письменных источников здесь у нас не сохранилось. Сохранились записи, опять же, на зеркалах, на посуде, на украшениях мы здесь можем увидеть. Также представлены чернильницы, писала, то есть ручка, и костяной кейс для писала, то есть пенал. На территории Волжской Болгарии строились, развивались города. Из арабских источников мы знаем, что эту страну вообще называли как страну городов. То есть на территории насчитывалось 60 крупных поселений, а всего около 400. Первой столицей Волжской Болгарии с X по середину XI века был Болгар, а со второй половины XI века по первой половине XIII уже Беляр. Ну, потом опять Болгар, но уже столица другого государства. Также развивались, опять же, да, и торговые отношения, и торговые пути. Одним даже из таких торговых путей был между 2 столицами, между Киевом и Беляром. То есть славяне называли город Беляр в летописях великим городом, а болгары называли город Киев Башку, что обозначало большой, великий. Но кроме торговых отношений были военные конфликты. Война именно была не за территорию государства, а за территорию между, да, такие вот. То есть кто с кого будет собирать дань, грубо говоря, вот такого вот характера. Вот. В результате монгольского нашествия, опять же, Киевская Русь и Волжская Болгария заключают мирный договор. Такие города, как Сувар, Беляр, Болгар тоже, да, и множество других городов были полностью уничтожены. То есть вот они рядышком. То есть Суварская, ну здесь представлена археологическая находка, кстати, городищ. То есть Суварское городище, она находится в нашем Спасском районе, рядом с селом Кузнечиха, в 30 километрах отсюда. То есть город Сувар на то время считался самым укрепленным городом. А Белярское городище, она находится в Алексеевском районе, соседнем с нашим, рядом с селом Беляр. То есть где-то 125-130 километров отсюда. То есть город Беляр был самым большим городом и 1,5 века был столицей Волжской Болгарии. В 1222 году Чингисхан собирает войско во главе с лучшим начальником Сабудаем и отправляет в сторону Волжской Болгарии. Болгары об этом узнают и в союзе со славянами сделали несколько засад. И в 23 году монгольское войско попадает в эти засады. Практически все они были перебиты. Сам Субудай с горского войска сумел вырваться, то есть при этой битве он потерял глаз. И, ну, еще, скажем, через несколько неудачных попыток Чингисхан его казнил.
И в истории эту битву начали называть как Баранья битва. То есть при этой битве было захвачено достаточно много монгольских пленных, а меняли на баранов. То есть 1 к 1. Тем самым, конечно, оскорбив монголов. В течение 13 лет самых серьезных было 4 попытки захвата. Это как раз 23-й год Баранья битва, 29-й, 32-й и 36-й. Сам Чингисхан, он не доживает до захвата Волжской Болгарии, он умирает в 27 году, уже во главе как раз с Батыем, вот он, да, внуком Чингисхана, собирается огромное войско, и там, скажем, осенью 1236 года, после падения Беляра, он полностью захватывает территорию Волжской Болгарии, и она уже потеряла свою независимость. Первые монеты чингизидов, копии короны из Симферопольского клада, то есть женский головной убор, который был найден в Симферополе в 1962 году, ну и штампованная полевная посуда. После смерти Чингисхана его империя делится между его 3 сыновьями. Это Улус-Джучи, Улус старшего сына, Улус-Хулагу и Улус-Чагатай. То есть после захвата Батыем Волжской Болгарии она входит в состав Улуса-Джучи, так же, опять же, как и русские княжества, да, и в истории уже называется не как Волжская Болгария, да, а как мы видим Вилаят Болгар. То есть из арабских источников очень часто называли как Золотой трон. То есть при основании Золотой Орды первой ставкой хана, то есть первой столицей Золотой Орды, был как раз-таки Болгар. То есть на флаге города Тамга, опять же, дома Джучи, это арка и кружочек, то есть человек, сидящий на троне. Ну, это его, собственно, изображение. Да, да. То есть, ну, столицей он был недолго, где-то около 13 лет, потом Батый основывает новую столицу, это Сарай-Джадид, и после разрушения в XIV веке была столица Сарай-Берке, то есть и ниже по Волге, уже к Каспийскому морю. Маленьких своих размеров город достигает направления Золотой Орды, в городе начинает чеканка первых золотоордынских монет, то есть, опять же, здесь был чеканный двор. Вот. Начинается развиваться ремесленные традиции, мы их сейчас тоже осмотрим. То есть первой столицей был. Ну и, опять же, и во время Золотой Орды город несколько раз был разрушен. Самое сильное разрушение – это, наверное, Тамерлан, конец XIV века. Почему Тамерлан разрушил город, и вообще, можно сказать, разрушил Золотую Орду? Он не был чингизидом, и он здесь не мог официально править. Здесь могли править только потомки Чингисхана. Он таким не являлся, и он помог зайти на трон Токтамышу, уже, да, потомку Чингисхана, прямому потомку. И когда Токтамыш зашел на трон, он, так скажем, не захотел делиться властью и предает Тамерлана. Вот. И Тамерлан, он пошел походами по важным городам Золотой Орды. То есть таким являлся Болгар, город был разрушен. После разрушения Тамерлана и как раз уже распада Золотой Орды, Вилаят Болгар, он выходит из состава Золотой Орды и уже в истории называется, опять же, не как Вилаят Болгар, а как Болгарский Улус. И после этого, ну, буквально в течение 30 лет город несколько раз был разрушен, опять же, князьями, монголами. Последнего разрушили войска князя Федора Пестрого, московского князя, в 1430-х годах. И большинство жителей уже уходит в Закамье, то есть в Казань. И уже начинается развитие Казани. То есть Закамье, это сейчас мы Закамье, вот. А сейчас раньше была Казань Закамье. Вот. И после разрушения Федора Болгарский улус уже делится на 3 княжества. Это Казанское, Джукитауское и Болгарское. Ну, Казань, наверное, знаете, где это? Казань, Болгар – это Болгар, да, Джукитау – это современный чисто Чистопольский район, 140 километров отсюда. И в конце 15 века хан Улук Мухаммад объединяет эти 3 княжества, да, и последствия на территории, можно сказать, Болгарского улуса основывается всем нам известное Казанское ханство. Ну, Иван Грозный, да, строится Острогожск-Свияжск для взятия Казани. Сначала состав царской России, потом Российской империи. Во время Российской империи Екатерина основывает уезды, губернии. Здесь был Спасск уезд, Казанской губернии, город Спасск. Но Спасск он находился дальше, на берегу Волги, в 50-х годах, да, в результате затопления был перенесен как раз сюда, то есть по крайнему городу, в который выехали. Потом революция. Здесь был уже Куйбышевский район, Татарская ССР, город Куйбышев, в котором я еще родился. То есть в Казани на вокзале надо было обязательно говорить татарский Куйбышев, потому что можно было ехать в Самару. То есть Самара тоже называлась Куйбышевым.
Вот. Ну и сейчас здесь город Болгар, который посвящен древнему городищу, который здесь находится, и Спасский район, который посвящен Спасскому уезду, который раньше здесь был. Вот такая вот кратенькая история. Ну, ремесленная традиция – это стеклоделие, украшения стекла, перстни, бусы, браслеты, посуда стекла, оконные стекла. Именно вот зеленое стекло считалось болгарского производства. Также представлены такие вот сфероконусы. То есть как их до конца, опять же, использовали, неизвестно, да, сфероконусы. Но есть такое мнение, что это были такие своеобразные непроливайки для перевозки летучих жидкостей. То есть ртуть, масла, благовония. То есть, как мы видим, горлышко небольшое. После его заполнения, скорее всего, оно залеплялось глиной. И чтобы оттуда что-нибудь достать, в большинстве случаев просто вот откалывалось горлышко. То есть очень много находится сфероконусов вот таким вот просто отколотым горлышком. Косторезное, кожевническое дело, то есть заготовки, кости, рога животных, домашних, диких. Готовая продукция – это наконечники стрел с костью, рукояти, ножи, различные накладки, пуговицы, расчески. То есть изготавливался очень большой, опять же, ассортимент продукции. Инструменты для обработки кожи, да, сама кожа. Даже, можно обратить внимание, на коже даже до сих пор сохранился рисунок. И представлены подковки для сапог. То есть, опять же, были кожаные сапоги. Бронзолитейное, меднолитейное дело. То есть, опять же, да, заготовки, медные пластины. Используются вот такие вот формы для заливания. То есть, заготавливаются различные украшения, сосуды. 11 наковаленки, которые использовались в ювелирном деле. Молоточек как раз для этого. Ну, замочки, да, заметили, в виде лошади, да. И ну, пинцеты, да, представлены. И вот такие вот матрицы, это штамповки для украшений. То есть отрезалась часть пластины вот этим вот ножницами по металлу, накладывалась и вот такими вот молоточками обстукивалась. И получались вот такие вот тонкие украшения. И по углам мы видим отверстия, это вставки. То есть, может быть, они вшивались в одежду для украшений. Ну, кто, как говорится, был поумнее, макали их в золото, они получались золотые. То есть подделка. То есть в большинстве, да, в фильмах раньше особенно это монеты там на зуб проверяли, золотые. То есть зубом проверяли, как раз фольга она Стирался. Да. Здесь представлен быт, вооружение я вам покажу на 4-м этаже. Ну, гвозди, ножи, скобы, замки и ключи к этим замкам. И вот такой вот металлический замок, опять же, да, в виде лошадки. То есть, опять же, отличие от бронзового, то есть бронза – это все-таки литье. А это металл, и это ковка каждой отдельной детали. То есть готовить вот такой вот уже замок был в разы тяжелее. Также представлен чугун, чугунные котлы. То есть раньше считалось, что чугун появился в Европе в начале 16 века. Эти находки свидетельствуют о том, что здесь, на Средней Волге, чугун уже выплавлялся в конце 14 века. То есть намного раньше. То есть чугун выплавляется при 1500 градусах. Достичь такой температуры в печи было очень тяжело. И были изобретены меха, и такая температура уже достигалась. Нагрудные украшения, серебряные гривны, сплетенные из серебряных проволок и серебряные перстни. Это вообще считается мужским украшением. Это кожаевский клад. Вот это вот нижний, да, 1, 2, 3, при строительстве речного вокзала, где мы с вами находимся, было обнаружено 2 жилища. Это аптекаря и ювелира. Вот эти находки жилища ювелира как раз представлены. И напротив музея, буквально, да, через дорогу, в 2014 году был большой раскоп, и нашли 6,5 килограмм серебра в слитках. Вот как раз они, да, здесь представлены. И вот такие вот 2 витых браслета. Это серебряные гривны, они называются тоже, да. Только это уже денежные единицы. То есть, как я вам говорил, да, в X веке Альмуш вводит первые болгарские монеты, но все-таки вплоть до 13 века они не были введены. То есть были, опять же, гривны, были суммы, и, опять же, был шкурочный режим, то есть торговали шкурками пушных животных. И как уж у нас здесь их принято называть, да, это височные болгарские кольца. Это копия, оригинал находится в Национальном музее Республики в Казани. То есть до основания заповедника вся археология увозилась как раз в Национальный музей. То есть найдены были здесь, на болгарском городище. Но опять же копии, да, но все-таки делались они, да, современным оборудованием, инструментами. До сих пор сейчас не разгадана таровочная техника, как они все вообще в то время, то есть в 14 веке, вы можете представить. Конечно, невооруженным глазом это не видно, да, но если хотя бы сделать вот так вот. И что, опять же, мы здесь видим уточка. Раньше болгары, они почитали дуб
И подвеска в виде желудей вообще встречается на многих украшениях. То есть здесь мы видим, здесь на их подвешивались. То есть территория города, когда он оставался в X веке, была небольшая, где-то от 7 до 10 гектар, а уже в золотоордынский период, в XIV веке, его территория достигает более 400 гектар. То есть город был огромный для своего периода. То есть его территорию окружал оборонительный вал протяженностью практически 6 километров. Он до сих пор сохранился и сейчас уже окружает территорию современного заповедника. Ну, население здесь было где-то 15-20 тысяч человек. То есть до того времени это был такой мегаполис. Вот. Ну и острова, которые вы видели, вы их еще увидите, да, на них раньше продолжалась территория города. То есть после строительства Куйбышевской ГЭС с 1955 по 1958 год они были затоплены. Вот. Ну и вооружение – это домонгольский период, то есть до монгольского нашествия, представлены предметы конского упряжи, различные наконечники для стрел. Восьмое – это костяная накладка на запястье. То есть, когда воин вел стрельбу, да, из лука на скаку, часто тетива слетала с рук, очень больно било как раз по запястью. То есть, одевалась такая накладка, никакой боли уже не наносилось. Ну, копья, топоры. И вот пятое – это чеснок, это первая противооконная мина, которая кидалась под бегущую конницу. То есть, шипы рассыпались 1,5 метра шириной, лошадь наступала, соответственно, падала. Ну, если даже человек наступит, как бы мало что приятного будет. Это вот уже период Золотой Орды. Ну, сабли, копья, топоры, появляются пушечные ядра. Да. То есть, ну, пушка раньше была, опять же, 1-2 на весь город, если вообще была. Вот. Наконечники стрел, как мы видим, поменялись. И седьмое – это костяное кольцо, которое используется для натягивания тетивы. То есть такое кольцо на низ тетивы вставлялось палец, тетива с легкостью натягивалась. То есть одна сторона пологая, то чтобы с пальца легче соскальзывало. Ну и дальше мы с вами можем увидеть изображение Батыя и монеты как раз дома Джучи, старшего сына Чингисхана. То есть, ну, на двух первых отсчетах видно тамга дома Джучи, это арка и кружочек. Да, опять же, то есть человек, сидящий на троне. Ну, здесь у нас представлен макет. Ну, это вообще самая первая каменная постройка, которая была построена в городе, это начало 13 века, даже еще до монгольского нашествия. И считается, что вообще изначально она использовалась как мечеть. То есть после строительства уже соборной мечети, после монгольского нашествия, это здание, скорее всего, уже использовали как ханский дворец, или еще по-другому называют дом с башнями. То есть здесь вы можете увидеть, что все постройки шли вдоль стен, жилые, да? Он был открытого типа, посреди стоял шатер, трон, и правитель принимал своих гостей. То есть всего на территории Болгорского городища было обнаружено 6 бань, которые датируются XIV веком. То есть в XIV веке, да, уже на территории одного города было 6 бань. Опять же, да, бани, они в принципе были похожи своим строением, отличались они только размерами. То есть первое отделение – это раздевальня, где стояла печь, от этой печи подогревалась суфа, то есть скамья с подогревом. То есть от печи под суфу поступал дым, совершал под ней круг и выходил через вот эту трубу. То есть тем самым суфа подогревалась, была теплой. Дальше шло тамбурное помещение для отдыха, и само мощное отделение делилось в такие вот 4 комнаты, где уже люди мылись. То есть была пятикупольная крыша для того, чтобы скапливающая влага наверху не капала на посетителя, а уже стекала по стенам. И в стенах мы видим коричневые шли, керамические трубы. То есть, опять же, как под полом, также частично в стенах шла канная система отопления, которая подогревалась горячим воздухом. То есть от печи, опять же, под пол поступал дым, делился на 2 потока, проходил под полом и выходил вот через 2 трубы. То есть тем самым пол подогревался. То есть вода в водоеме подогревалась, в каждую комнату проходила вот такая водопроводная труба, подходила к каменному кранику, как у самоваров, и наполнялись вот такие вот водоемы, очень напоминающие современные раковины. Откуда же брали воду, соответственно, ну и вот они представлены тоже. Откуда же брали, да? Откуда же брали воду и мылись? Ну, 14 век, чтобы не украли. Пожалуйста. То есть черная палата, она практически полностью сохранилась с 14 века, сохранилась только обходная галерея, а центральное здание стоит до сих пор. Именно что здесь было, есть множество вариантов, скажем, да, сколько ученых, столько и мнений. То есть есть вариант, что было диван-хана, то есть принимали иностранных гостей, купцов. Есть вариант, что была ханская библиотека, есть вариант, что это была медресе, школа, есть вариант, что это была мечеть, опять же. Но самый распространенный вариант – это было судилище, то есть судная палата. Отсюда, да, и черная. Ну и само название «черное»,
она, скорее всего, получила позже, то есть в 18 веке, когда здесь был на Болгорском городище основан православный мужской монастырь, монахи это здание использовали как коптильню, то есть коптили рыбу. И все стены, дверные, оконные проемы были черные. Скорее, только с 18 века ее и начали называть «Черная палата». Ну а здесь представлено население города. То есть по захоронениям, которые были здесь обнаружены, да, по их черепам были сделаны слепки. Но опять же, слепки делали художники. Но это не 100%, это плюс-минус все-таки, да. В 2013 году рядом с оборонительным валом был обнаружен мавзолей, небольшое кладбище. Опять же, в мавзолее было обнаружено захоронение девушки 16-17 лет в свадебном, ну, как говорят, в свадебном наряде, богатом наряде. На голове девушки был повязан тюрбан, платок. Это уменьшенная фотография, то есть размеры 60 на 115 сантиметров. Опять же, края тюрбана и центр был выткан золотыми нитями. То есть, с одной стороны, рисунок смотрел наружу, а с другой стороны, наизнанку. И, соответственно, повязывался тюрбан, вот так вот оба рисунка уже смотрели наружу. И вот здесь над глазами были повешены вот эти вот золотые серьги. И еще с головы по пояс девушка была подкрыта золотой сетью. Вот. Ну, дочка, наверное, какого-то знатного человека. Ткань, то есть почва у нас здесь сухая. И сохранение органических вещей, ну, практически не сохраняются они. То есть, как вы заметили, да, и металл очень плохой сохранности. Опять же, дерево, ткань, волосы, они практически не сохраняются. И это первая находка ткани такого размера больше, чем за 100 лет. Вот. То есть, ну, по сути, золото, оно послужило консервантом. Вот. Это вот, это две, вам только что большие показывала, это да, это вот две маленькие караницы, это уже другое захоронение. Булавки, монета, булавки? Да, монета в виде подвесок, да, волосы, да. И вот такие вот серебряные браслеты. И мы видим, на краях изображалась, опять же, морда барса. То есть тотемный знак, где мы с вами находимся, было обнаружено захоронение священнослужителя. То есть фотография этого захоронения, и был в руках у него обнаружен вот этот большой крест с навершием. Находят нательные крестики, опять же, на территории, да, были христианские захоронения. Но мы видим, если захоронение сидя, да, в сидящем положении, то есть как на стуле. То есть раньше священнослужители высокого ранга, говорят, хоронили как раз сидя. И предполагают, что это захоронение Феодора Болгорского мученика. Но это только предположение, опять же, да. Опять же, Феодоры, как это умершие, они оба жили в XIV веке, то есть времена Золотой Орды. А во времена правления Золотой Орды проповедовать какую-либо религию открыто было запрещено. То есть люди могли исповедовать любую религию, которую хотят, а открыто продвигать какую-либо было запрещено. То есть, грубо говоря, если мечеть, есть церковь, ходите сюда и молитесь. Да? Феодор открыто этим занимался, и за это, за нарушение закона, он был казнен. Казнен ли этот умерший, это опять же большой вопрос. Голова, конечно, мы видим отдельно. Повреждений костей нет, она не была отрублена. Как изначально говорили, он был повешен, но опять же, как говорят криминалисты, определить, повешен он был уже невозможно. То есть, если человек повесился, через 3 месяца это уже сказать нельзя, грубо говоря. То есть, это разрывы хрящиков, если повреждений костей нет. Вот. И при жизни он страдал болезнью Бехтерева. Это окаменение суставов, это была последняя стадия, скорее всего, умер своей смертью. То есть по его черепу был сделан слепок, вот такое вот примерно у него было лицо. И мы видим, как он изображен. Голова на бок, да, шею он уже поворачивать не мог, то есть он поворачивался вот так вот. То есть целиком, всем телом. Также рядом с городом была армянская слобода, где жили армянские торговцы, армянская знать. То есть представил армянин и его супруга. Как раз когда у большинства возникает, ну, думаю, что это китаянка, это как раз чисто болгарка, да. Выглядела она совершенно, ну, по-другому, маленький художник, все-таки, как я вам говорил, да, это все плюс-минус. Вот. Тут, да, золотоордынская, опять же, с изображением утки. То есть что утка, да, утка вообще не только у болгар, у монголов, да, вообще у многих народов была тотемным символом. Сейчас это, да, символ семейного благополучия. То есть, а здесь было такое поверье, когда утка плавала по бескрайнему морю, океану, она нырнула в клюв и достала кусок земли. Из этого куска земли, последствия, образовалась суша. Было такое здесь поверье. Также украшения, да, это домонгольский период, с 10 по 13 век, растительный стиль в украшениях, то есть изображение растительного орнамента. Здесь уже период Золотой Орды, то есть с 13 по 14 века.
То есть здесь уже возвращается животный стиль, изображение животных на украшениях. То есть барса, барана, оленя можем здесь увидеть. То есть, опять же, отличие, да, браслетов. Здесь витые, то есть растительные, да, такие более массивные. А здесь вот такие вот тонкие, и на краях барсы, опять же, изображали. Также предметы обихода. Это зеркала, кресало для зажжения огня, ну, ножи, ножницы, игры настольные, это шахматы, мельница, очень напоминающая современные крестики-нолики, и 15 игральные кости. Именно игральные кости в то время делались из кости, может быть, поэтому так сейчас и называют. И еще, можно сказать, несколько предметов личной гигиены. Гребень мы видим, да, расческа, зубчики маленькие, скорее всего, это расческа для бороды, опять же. И рядом вот такая вот лопаточка, копаушка, лопаточка для чистки ушей. То есть лопата, чтобы копаться в ушах. Также предметы быта – это очажная цепь, то есть подвешивался как раз, да, казан, то есть котел. Замки, опять же, ключи к этим замкам, вот такие вот светила, вбивали в стену, ставилась свеча, жилище освещалось. Ручные светильники, которые уже носили, да, и вот такие вот два масляных, и вот такие два сосуда. Как вы думаете, что это такое? Вот эти сосуды? Да. Это тувак, детский ночной горшок. То есть была кроватка с отверстием, на ночь укладывался ребенок, и по отверстию ставился вот такой вот тувак. Ну, промыслы, охота, рыбалка, животноводство. То есть 14, пример, это расческа для расчесывания гривы лошади. 11 это колокольчик, ботула для крупнорогатого скота, чтобы он не потерялся. Именно для охоты используют такие вот костяные наконечники для стрел, круглые используют для того, чтобы не попортить шкурку животного. Крючки для рыбалки, то есть рыба водилась большая, сохранились такие записи, когда рядом с городом в рыбацкой деревне жил арабский писатель, путешественник, он пишет, что рыбак поймал рыбу, чтобы вытащить ее из воды, понадобилась лошадь. И еды этой рыбы хватило на целую неделю, 8 человек в семье, якобы был 9-й. Отмечает, что вкус этого мяса был даже вкуснее, чем баранина. Но, скорее всего, водилась осетровая, это белуга. То есть последний белугу у нас поймали в начале 20 века на противоположном берегу Волги, в городе Тетюшах. Размер, конечно, не помню, больше тонны был вес. И, как говорят, был 3 бочки черной икры.